Нардский дом– мероприятие, собравшее в стенах центрального выставочного зала множество людей. Произведения искусства увлекают зрителей в свой маленький, но индивидуальный мир, оставляя после себя глубокие впечатления. Ведь выставка Баталла Джапуа– это уникальная возможность увидеть результат многолетних творческих изысканий художника, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. Баталл Джапуа является, наверное, моим любимым абхазским художником. Я уже много лет слежу за его творчеством, и сегодня, на самом деле, это такой волнительный момент оказаться на его выставке. Плюс еще я заканчивала Сухумское художественное училище в прошлом году, и вот его серия по нардскому эпосу, она мне очень сильно помогла в моей дипломной работе, я прям опиралась. И сегодня увидеть вживую эти работы, которые посвящены нардскому эпосу, для меня прям, на самом деле, большая честь. Вот. Мне кажется, он делает огромную работу как художник и как исследователь для Абхазии. Я хочу сказать, что я первый раз вообще в галерее после реставрации. До этого я еще не успела посетить ее после реставрации именно. Поэтому мне было интересно ее посетить и в этом ключе. Ну и, естественно, посмотреть выставку, открытие, в день открытия очень известного художника в Абхазии. Мне очень нравится его графика давно. Я давно уже наблюдаю за творчеством этого художника. Мне нравится, как он работает. Персональная выставка включает в себя графические работы, где автор не только показывает известные сюжеты, но также вступает в глубокий диалог с наследием своих предков. В 3 залах ЦВЗ на 1 и 2 этажах представлено более 120 работ. Вице-президент Беслан Бигвава пожелал Баталлу Джапуа творческих успехов, долголетия и поблагодарил автора за его труд. И самое главное, что вот те работы, которые мы сегодня видим, и всю вашу жизнь, ваши работы – это самое главное, что мы можем прикоснуться к нашей истории. Ваши работы объединяют наших людей, делают наших людей более мудрее, так можно сказать. И самое главное, делают наших людей сильнее. И мне хотелось бы сказать, что то дело, которое вы делаете с юношества и по сегодняшний день, это пример к тому, как нужно вести себя настоящему мужчине, настоящему человеку именно тому, кто любит свой народ, любит свою землю, любит свою страну. Среди представленных работ – иллюстрации к нардскому эпосу, книги рассказов абхазского сказителя Маадана Сакания, серии работ, посвященных Абрыскилу и Апсыцкиара, древнему обычаю захоронения на деревьях. Работы созданы в графической технике. Благодаря этому можно создавать работы, где герои показаны реалистично. Я думаю, что сегодняшнее событие не только очень важное для нас, для культурной, для общественной, для такой вот стороны нашей жизни. Выставка «Нардский эпос» – идея, которая возникла несколько лет назад, но Баталл сам работал над ней очень давно. Я на днях его спросила, когда была первая работа, посвященная нардам, это 80-е годы. Но работы, представленные здесь, они охватывают 15-летний период. И это не только нарды, это героический эпос, сказания Маадана Сакания, эпос об Абрыскиле, мифология. Здесь некий такой собирательный труд художника-исследователя. Сегодняшняя Баталла выставка – это, как вам сказать, она очень востребована нам по настроению. Сегодня, когда мы все время ищем свои истоки, национальный характер, свою ментальную такую картину мира, и мне кажется, вот погружение в такую выставку, оно очень важно. И самое главное здесь – это работы Баталла и его труд. Автор мастерски творит в стиле графики, превращая в жизнь задуманное. Разные техники, приемы служат раскрытию художественного образа. Герои как будто ждут своего часа, чтобы покинуть картины и раствориться среди зрителей, жадно разглядывающими каждую деталь произведения искусства. Нардский дом называется, значит, посвящен нардскому эпосу, но не только. Здесь еще есть продолжение жизни нардов. Это героические сказания абхазов. Абхазцы себя считают прямыми потомками нардов. Они рождены от нардов. Да? И потому сказания Маадана Сакания, они очень структурно, четко ложатся в тему нардского дома, общей крыши культурной. Потому там в следующем зале идут героические, и мифологические сказания абхазов, которые нам донес Маадан Сакания.
на втором этаже там тоже есть мифология абхазская, которая она уже чуть особняком стоит, но это тот же период, это период богов, да, битвы богов с героями. Это, значит, серия Абраскил. Их там 2 версии. Вот. Они тоже в разное время сделаны. Тема нардского братства проходит через всю историю о нартах, и потому эта работа кажется особенно символичной. Сложные взаимоотношения между нартами, выраженные через образ перекрещенных рук, сжимающих в ладонях обоюдоострые клинки. И ты понимаешь, иллюстрации отражают дух произведения, показывают героев, их характеры и ситуации, в которые они попадают. Можно очень долго, детально и в целом рассказывать о работах Батала Джапуа, но, как говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому у каждого желающего посетить выставку есть такая возможность до 22 февраля. Аэлита Арутюнян, Камила Джапуа, Абхазское телевидение.